Ассаламу алейкум, друзья, и мир вам! Вас приветствует Чечен-синдром. Этот случай произошел еще в 2011 году. Чеченскую республику решили покинуть муж с женой и трехмесячным ребенком. Так как в Европе с грудными детьми принимают под особым статусом, то с ними решила поехать их родственница, у которой был больной ребенок 6 месяцев. Сборы были недолгие, единственное, что могло задержать семью, это получение новых заграничных паспортов. В то же самое время, в Польше проживали два родных брата Хасан и Хусейн Шаиповы, двойняшки, уехавшие еще в 2008 году из Чечни, и успевшие зарекомендовать себя, везде где только не бывали, весьма положительные как настоящие чеченцы. Братья отдельно снимали дом, для помощи своим землякам, которые задерживались в транзите. Помогали чем могли и, соответственно, слыли доброй славой практически на всей территории Польши. Каждый нуждавшийся в поддержке или помощи чеченец, а бывало и не чеченец, знал, куда и как обращаться за поддержкой. История эта начиналась с того, как мужчина с женщинами и грудными младенцами, с которых и начат был мой рассказ, прибыли в Белоруссию. Их неоднократные попытки легально перебраться через границу в Польшу не увенчались успехом. От безнадежности мужчина вышел на неких местных людей, вернее не людей, так как иначе их назвать никак не получается. Национальность этих отморозков мне известна, но называть ее я не буду, так как не хочу под этим видео разжигать межнациональную рознь и так далее. Также я считаю, что несколько подонков не представляют собой целую нацию, и хаять, ругать и оскорблять всю нацию будет просто неправильно. С ними отец семейства договорился, что те гарантированно переведут их, правда нелегально, через границу. И вот, встретившись в обговоренное время и в условленном месте, начался их непростой поход навстречу лучшей жизни. Но не было бы этой истории, если бы не случилось то, чего ожидать горе-эмигранты точно не могли. Завели их, так называемые проводники, глубоко в лес, а там, угрожая оружием и расправой, контрабандисты забрали у них все, вплоть до еды и ручной клади. Главу семьи сбили. Одну из девушек пытались изнасиловать. Однако громкий плач грудных детей и крики женщин нарушили их мерзкие планы, и грабители с большой дороги, спешно бросив своих подопечных, ушли. В лесу стемнело и, конечно, не знавшая как выбраться из леса семья с грудными детьми заблудилась. Только спустя 4 суток их обнаружили польские пограничники, голодные, промерзшие в холоде осеннего леса. Они были обессилены. Грудные дети в полусознательном состоянии. Всех 4 срочно госпитализировали в польской больнице. Через несколько дней, из всей представительской чеченской диаспоры в Польше, их навестил один лишь Хасан, которому знакомая полячка совершенно случайно рассказывает эту ужасную историю. Расспросив земляков в подробностях о злоключениях, он ушел. А уже через 3 дня он приехал в Белоруссию и вскоре сам вышел на тех отморозков, что ограбили несчастных и бросили их с детьми умирать в диком лесу. Придумав легенду, что ему срочно необходимо перебраться нелегально в Польшу, и что у него есть золото на продажу стоимостью в $10 000. Он со своим товарищем отправляется в такой же самый поход по лесу, где происходит то же самое, но только наоборот. Хасан с товарищем жестоко наказывают отмороженных контрабандистов за совершенное ими глумление над его земляками, забирают у них 8000 евро, после чего, привязав их к дереву, они вернулись в Польшу. В больнице, где все еще находились ограбленные, Хасан появился сразу по возвращению из Белоруссии. Он отдал им все деньги, что отобрал у наказанных отморозков. Через месяц его арестовывают на белорусской границе. Ему предъявляли 15 лет лишения свободы, дали 8,5 лет. Хасан отсидел 4 года. 1,5 года из 4 он провел в одиночке, потому как не признавал режим. Блатные неоднократно грозили расправой за то, что не признавал воровские законы. Травили и надзиратели. 8 месяцев в карцере. 3 года и 6 месяцев вообще не ел мяса. Начальник тюрьмы впервые был восхищен тем,
что не получилось сломать арестанта ни тюремщикам, ни блатным. Огромных усилий понадобилось, чтобы вызволить его из тюрьмы и забрать после из Белоруссии. А сегодня, любой авторитет знает, кто этот парень, и относится к нему с должным уважением. Что больше всего обидно, это то, что ни один человек, которому он помог, не удосужился появиться хотя бы на суде, или позвонить и поблагодарить. В конце концов, просто сказать несколько приятных слов. Когда все мы гордо говорим о том, что мы чеченцы, у нас это получается так легко и просто. А то, что чеченцам надо быть везде и всегда и поступать как чеченец, поддерживая друг друга, помогая во всем, даже в самый тяжелый момент жизни, вдруг забываем. Единственное, о чем сожалеет Хасан, это то, что его отец умер не в его объятиях. Да помилует его Всевышний. В конце своего видео, чисто от себя хотелось бы поблагодарить Хасана за этот достойный поступок. Думаю, родные и близкие Хасана должны гордиться таким сыном и братом. А также хотелось бы пожелать Хасану удачи во всех его благих делах, и да поможет ему Всевышний. Друзья, ну а на этом все. С вами был Чечен Синдром. Берегите себя и своих близких. Всем мира и добра и до новых встреч.